Борис Орехов это человек, который, как я и говорил, много сделал. Он занимается компьютерной лингвистикой, то есть он, с одной стороны, лингвист, а с другой стороны, он разработчик. И очень многие задачи, которые связаны с языком башкирским, которые требовали долгих, упорных вычислений, как раз вот делал он. И это человек, который в том числе помогал мне осуществить проект клавиатуры для Android со словарем. Я хочу показать некоторые картинки. Да, всем привет, меня зовут Борис Орехов, и я буду кое-что рассказывать про башкирский интернет, но не только про него, а про интернет башкирский в контексте того, как себя чувствуют другие интернеты на языках народов России. И буду параллельно показывать некоторые картинки. Можно следующие, кстати, картинки показать, да, чтобы все понимали, что происходит. Значит, действительно, в какой-то момент, это было тогда, когда образовалась наша лаборатория, у нас есть лаборатория, если кто не знает, в Башкирском государственном университете есть лаборатория компьютерной филологии, где я тоже в том числе работаю, и мы там сделали много разных штук, о которых я сегодня не буду рассказывать, потому что не тема сегодняшнего выступления. Там есть что-то серьезное, есть что-то забавное, но в рамках того серьезного, что мы там делали, мы решили посмотреть, что вообще происходит с башкирским интернетом. При этом нужно было ответить на ряд вопросов, потому что ученые, когда они принимаются за какую-то тему, они для себя вырабатывают некоторые, так сказать, рельсы, по которым дальше нужно будет катиться. И первый вопрос нужно было определиться, а что же все-таки такое башкирский интернет, башнет? И вот как правильно сказал сегодня Ильдар, для нас это было такое понятие интернет на башкирском языке. Сегмент интернета на башкирском языке, потому что здесь могут быть разные понимания. Можно сказать, что башнет это, например, те сайты, тот интернет, который про Башкир, который рассказывает, как живет народ, да, и разные новости про него. Так вот, если это на любом другом языке, кроме башкирского, нас это не интересовало. Кроме того, башкирский, да, в интернете, конечно, нет границ и все такое, но понятно же, что некоторые сайты создаются на территории Башкортостана, некоторые сайты там хостятся на территории Башкортостана. Кто-то может сказать, что это башнет, ради бога, но для нас это было не так. Для нас ключевой момент – это язык, представительство языка в интернете. Мы действительно провели такое исследование, немного позже я об этом скажу. Сначала вот хотелось бы расширить такой разговор, расширить контекст. Теперь нас интересует не только наша лаборатория, но и меня вот с другими исследователями, с которыми мы скооперировались. Что же вообще происходит с представительством языков малых народов России, так называемых малых народов России в интернете? И вот таким вопросом мы задались, мы пытаемся это выяснить. У нас нет пока еще ответа полного на этот вопрос, но какие-то промежуточные данные, которые у нас есть, я о них вам расскажу, чтобы вы могли сравнить, что с другими языками России и что с башкирским языком. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, чтобы как-то, опять-таки, к нему подступиться, снова нужно решить для себя какие-то ключевые вопросы. Среди них вопрос такой, а сколько вообще языков народов России? Сколько их в принципе? Причем считать можно по-разному. Потому что, например, в отношении некоторых языков непонятно, то ли это отдельный язык, то ли это диалект другого языка. Не знаю этого, но ладно, хорошо. Тут мы еще как-то можем ориентироваться на то, что говорят лингвисты и чем-нибудь. Но есть и другие вопросы. Например, как считается ли языком народов России азербайджанский язык?
Потому что азербайджанский язык очень важный язык, скажем, на Кавказе. Многие народы там, вот, которые говорят каждый на своем языке и не понимают друг друга, использовали долгое время, да и сейчас, наверное, используют азербайджанский как такой общий язык, на котором можно общаться. Считать ли его языком народа? Но мы приняли решение, что нет. Если некоторый язык титульный для другого государства, то тогда он не наш. Там как-нибудь без нас разберутся. Наверное, все-таки мы не будем смотреть, как устроен интернет. Хотя, с этой точки зрения, получается, что есть парадоксальная ситуация. Например, таким образом мы не считаем языком народов России осетинский язык. Потому что есть же другое государство, да, признанное Россией, у которого осетинский язык официально признан. Ну, бог с ним. Короче говоря, да, ну и потом есть еще одна проблема. Языки умирают. Еще вчера на нем говорило там 50 человек, а сегодня уже говорит 0 человек. И ухватить вот этот момент, уловить его тоже довольно сложно. Мы не про все языки знаем, сейчас они живы или нет. Поэтому вот это самое число языков народов России, оно такое плавающее, не совсем понятно. Как вы думаете, у кого какая гипотеза? Сколько же все-таки в России языков, которые можно исчислить вот по той схеме, которую я сказал? По 30. Еще версии? Кто это? 200? Что? 300, 140. Ну, хорошо. В общем, вот на следующей картинке точно есть ответ на этот вопрос с нашей точки зрения. Ну, понятно, что тут возможно движение в ту или в другую сторону, но мы посчитали так. Вот. Большинство, ну не большинство, но довольно много из этих языков, примерно 40% этих языков находятся на территории одной республики. Нет, не на территории Башкортостана. Есть в России такая особенная республика, где живет очень много языков. Это не уникальное, но одно из немногих таких мест на планете, где на очень маленькой территории сосредоточено очень большое количество языков. Это Республика Дагестан. Ну, не большинство, но вот примерно 40% этих языков находятся там. Ну, это как выглядит, да, значит, аул, там живет некоторое количество людей, через так видимый даже вот визуально другой аул где-то, значит, через ущелье, там говорят на другом языке, причем эти два языка с друг другом не взаимопонятны. Ну вот, хорошо, с этим мы определились, а теперь надо, наверное, ответить на вопрос о том, на скольких, для начала, да, на скольких из этих языков есть интернет. Вот их тут много, они здесь написаны все в строчку и как бы не ранжированы между собой. Но на самом деле они, конечно, очень сильно различаются, прежде всего по количеству тех людей, которые на них говорят. Это очень большая разница, действительно большая. И, значит, примерно, как тут получается? Конечно, чем больше носителей у языка, тем больше вероятность, что на этом языке что-то есть в интернете. Причем, ну, тут еще такой вопрос, что значит язык есть в интернете? Некоторое слово попалось где-нибудь. Например, есть лингвистическая научная статья про некоторый редкий язык. И вот там цитируются предложения какие-то, цитируются слова из этого языка. Да? Но фактически на этом языке никто не говорит, никто не общается, там ни ВКонтакте, ни где-то еще. Нет каких-то текстов, которые принадлежат носителям. Да? Есть там, не знаю, переводы, скажем, Библии на этот язык, да, которые зачастую не носителями даже и выполняются. Наверное, вот так мы не будем говорить, мы не будем считать, что в этом случае на этом языке есть интернет. Учебники, например, этого языка. Ну, как-то тоже интуитивно кажется, что это не совсем то. Учебник это все-таки тоже некоторая специальная очень такая история, это тип текста, который тоже не отражает, так сказать, живого состояния языка. Потому что когда мы смотрим на язык в интернете, мы что хотим понять? Жив он там, вот в этом виртуальном пространстве, или его там нет? Учебник нам не отвечает на этот вопрос. Словарь-то точно так же. Какая-то случайная цитата аналогичного образа. Поэтому, значит, хочется видеть, чтобы было, ну, хотя бы пара сайтов, на которых есть какие-то тексты энтузиастов. Везде. И, наверное, здесь есть зависимость количества носителей. Чем больше носителей у языка, тем больше вероятность, что интернет все-таки присутствует. Ну и мы как-то смотрели на этот список
как пытались кумекать, и примерно такую границу, до которой и после которой есть интернет, мы нащупали. Она не абсолютная. Это значит, что если даже количество носителей больше, чем заявленное, выше этой границы, все равно может не быть интернета, но с меньшей вероятностью. И если меньше людей, которые говорят на этом языке, все-таки все равно может быть при этом интернет, потому что сильные там энтузиасты. Так вот, эта граница пролегает примерно по количеству носителей по последней переписи, помните, в 2010 году она была, 40 тысяч человек. Где-то примерно так. Это не абсолютное число, но это ориентир. И таких языков, количество носителей, у которых больше, чем 40 тысяч, примерно около 30. Ну, чуть больше может быть, 33, 34, где-то около того. Так что, наверное, из этого количества, которое вот здесь на телевизоре нам показывают, не более 40 в конечном счете имеют свой интернет. Ну хорошо, мы поняли, что есть, что нет. В бинарной логике все понятно. Но дальше хочется как-то понять объемы. Вот язык мы можем мерить в носителях. В чем мерить интернет? Ну, для начала, наверное, первый такой грубый ориентир для нас — это доменные имена. Сколько есть сайтов конкретных, вот, у которых есть свое доменное имя, где есть какой-то текст на этом языке. Но один сайт может быть одну страницу иметь, другой сайт может иметь 100 тысяч страниц. Наверное, это еще не все доменные имена, нужно еще посчитать страницы. Хорошо. Чтобы их посчитать, нужно весь этот сайт выкачать сперва. Нужно обойти его весь роботом. Человеческие усилия здесь невозможно. Хорошо, но опять-таки на страницах может быть там всего одна какая-нибудь фраза, да, на одном сайте. А на другом сайте, где может быть в половину меньше страниц, но зато объемные тексты. Наверное, будет еще правильно посчитать слова таких сайтов. Это отдельно. Есть еще один хороший способ понять, что происходит с интернетом. Ну, то есть, насколько он хороший, я скажу дальше, тут есть некоторые ограничения, но все-таки у нас есть такой специальный сайт, где есть действительно тексты на разных языках. На очень многих, в том числе и на языках народов России. Этот сайт называется Википедия. Там, в том числе, вы знаете, есть башкирская Википедия, и завтра будет разговор специальный. Я об этом тоже немножко скажу. И с ней вообще совсем просто, потому что Википедию можно выкачать, можно проанализировать, я тоже сегодня об этом скажу, очень простым способом. Но Википедия есть не для всех языков народов России, раз. Википедия есть даже не для всех языков народов России, для которых есть интернет. Потому что, например, про хакасский язык мы знаем, что на хакасском языке вполне себе существуют сайты, там что-то происходит. Небольшое, конечно, их количество, но они есть. А вот Википедии на хакасском нет. Ну, так, серьезно. Ну и, наконец, есть социальные сети. Они мешают нам все карты, потому что теперь, если действительно какая-то активность происходит в интернете на национальном языке, она перемещается туда, там общаются люди, и это хорошо. Но вот предыдущие все метрики про слова, там, домены, они все в этом подсчете не участвуют. Ну хорошо. Значит, и что же башкирский интернет? Вот мы определились с тем, что мы хотим увидеть, что мы хотим посмотреть, посчитать. Окей. Дальше вот что произошло. Дальше мы в нашей лаборатории, это было давно, это было в начале 2012 года, жизнь была совершенно другой. Мы взяли, да и посчитали. Мы нашли, какие смогли доменные имена, и выкачали все сайты, которые, значит, там были. Имеется в виду те доменные имена, на которых действительно был башкирский текст. Подозреваю, что мы нашли не все, потом и выяснилось, что действительно было так. Но мы что-то выкачали и смотрели, посчитали, составили какие-то словари и так далее. И вот некоторые результаты мы сейчас, если, значит, да, увидим на экране. Вот что получилось. Выяснилось, что в башкирском интернете все очень неравномерно. Прежде всего, эта неравномерность проходит по той ключевой границе, о которой сегодня на самом деле уже говорили. Это граница между средствами массовой информации и между остальными сайтами. Оказывается, что большая часть того контента на башкирском языке, который существует, это в интернете, естественно, это все то, что выкладывают газеты. Вот каждый день у них появляется
появляются какие-то статьи, они их выбрасывают в интернет, и это на самом деле довольно большой кусок башкирского интернета. И поэтому лучше всего было понять, сразу стало понятно, что газеты как-нибудь отдельно мы будем рассматривать. Их, вот мы нашли 9 таких средств массовой информации, которые действительно, значит, нам показывают, что там со словами, со страницами и прочим, и прочим. И, значит, мы назвали это медийный сектор. Медийный сектор Башнет. Вот, можно еще на следующем экране показать, тут совсем мелко, но вы не ломайте глаза, не всматривайтесь. Я думаю, что мы выложим эту презентацию потом в группе, если кто-то заинтересуется, может посмотреть повнимательнее. А также это все на сайте нашей лаборатории. Значит, выяснилось, что мы нашли 30 таких доменных имен на начало 2012 года. Там было 87,5 тысяч страниц, на которых вообще нашелся башкирский текст, и это оказалось около 27 миллионов слов. Это вообще на самом деле довольно много. Считается, что Достоевский за всю свою жизнь написал около миллиона слов. Это тоже много, если кто-то видел его, там большое собрание сочинений полное, да, но вообще что-то существенное такое собой представляет. 27 миллионов это очень много, это 27 Достоевских, все-таки вполне себе ничего. Ну, там какие-то страницы были, на которых не было башкирского текста, но, по крайней мере, мы выбили рекордсмена. Рекордсменом стала газета «Ешляк». Она поставила в интернет к тому моменту 8,5 миллионов слов. 8,5 Достоевских. Хорошо, подумали мы и подождали еще год. И через год, в начале 2013 года, мы уже не стали выкачивать газеты, потому что с ними и так все было понятно. Они вот работали как фабрика и поставляли в интернет много-много башкирских текстов, и это хорошо. Но мы хотели узнать, а что же все-таки за пределами газет. И вот в 2013 году мы нашли гораздо больше доменов. Если в 2012 году у нас там было довольно всего ничего, то в 2013 году их было побольше. Значит, не считая газет, то есть считая газеты, в 2012 году мы нашли 30, значит, а если не считать газеты, в 2013 году мы нашли уже 33 доменных имени вместо 21. Это не значит, что они появились вот эти самые за год, да? Тут, возможно, что мы их просто не нашли в 2012 году. Возможно, что уже в 2013 году существовали какие-то сайты, которых мы не знали. Мы даже обращались к какому-то сообществу с просьбой, если чего вы нам присылаете, мы учтем, но, правда, никто ничего не прислал. Так вот, ну, тут вообще было все гораздо лучше. Тут было 204 миллиона слов, и вообще все было хорошо, я не буду утомлять вас цифрами, но в целом, значит, для нас, по крайней мере, для нашей оптики, Башнет очень сильно вырос с 2012 года по 2013 год. В 2014 году мы уже не делали таких замеров, но думаем, что он тоже вырос, даже если бы мы смотрели. Правда, вот здесь в основном прирост был за счет значит, новостей Баймакского района. Ну, как так. Он, кстати, перестал обновляться в 2012 году, так что, значит, в конце 2012 года. Мы составляли там много чего, мы старались посмотреть, как вообще все это устроено, сделали частотный словарь башкирского интернета. Он не так интересен сейчас, потому что мы не удаляли то, что называется обвязкой, да, то вот как оформлен сайт, поэтому у нас, естественно, те слова, которые часто попадаются на странице в качестве оформления, они оставались у нас в словаре, но это не очень большая беда, потом мы уже будем делать все лучше. Ну хорошо, мы вот все узнали про Башнет, но выкачивать каждый раз весь башкирский интернет довольно затратно. Google, Яндекс, Bing могут себе это позволить. Мы маленькая, скромная лаборатория университетская, мы не всегда можем это делать на наших мощностях. Хотя сейчас у нас появились возможности действительно выкачивать все интернеты вот этих самых малых языков народов России, но, как я потом скажу, и вы увидите, с ними все гораздо хуже, чем с Башнетом. Их выкачивать проще, там просто меньше сайтов. Но все равно нам хочется узнать про какие-то косвенные признаки. Как все-таки оценить размер интернета, не выкачивая все эти сайты? Потому что выкачивать затратно. И вот тут мы и начали подробнейшим образом изучать Википедию. Ну, казалось бы, все в Википедии понятно. Больше людей, больше статей. Больше человек говорит на этом языке, значит, больше статей будет написано в Википедии. Но нет, все не так. И вот на следующем слайде, нет, еще на следующем, вы увидите, как все это происходит. Значит, смотрите, слева это список самых крупных Википедий.
На какой-то момент, это сейчас уже не актуальные данные, это там, предположим, где-нибудь середина этого года, а может быть еще раньше, весна и может быть еще раньше. Значит, слева, да, это количество статей и порядок. А справа это данные одной немецкой компании, которая пытается выяснить, какие же все-таки языки в интернете самые частотные. Ну, английский, понятное дело, совпадает, но вот дальше нидерландский и шведский вызывают некоторые недоумения. Ну, понятно, вообще говоря, какие языки, если не считать интернет, самые распространенные в мире? Китайский, конечно, самый распространенный китайский, действительно испанский, не забывайте хинди, потому что Индия большая, там живет много людей. Ну, ничего этого тут нет, во-первых, да, вы видите. Ни слева, ни справа. Справа, точнее, есть там, есть где-то, да, да, испанский действительно на 4-м месте, там китайский еще меньше, ну, то есть, где-то там что-то видно. Но понятно, что ни шведов, ни голландцев нет в числе нет в числе народов, которые говорят на самых распространенных языках мира. Поэтому Википедия нам, в принципе, не может ответить на этот вопрос хорошо. Что же там больше, а что меньше? И поверьте, шведский интернет, конечно, не больше, чем китайский. Но, тем не менее, для языков народов России оказалось все несколько интереснее. Если посмотреть на количество статей в Википедии и одновременно на количество говорящих на этом языке, оказалось, что там очень высокая корреляция. Действительно, чем больше говорящих на этом языке, тем больше Википедия народов России. Вот на следующем, по-моему, есть такая история. Да, вот корреляция, видите, 0,922. Если кто-то понимает, это очень высокая корреляция. Если кто не понимает, поверьте просто. Действительно, это так. Но это не всегда работает. Обратите внимание, что у нас с горно-марийским и луговым марийским происходит. Количество носителей лугового марийского намного больше, чем горно-марийского. А тем не менее, горно-марийская Википедия больше. И, в общем, это как-то так, что же за этим стоит. Я об этом скажу, да. Но сначала я покажу следующую картинку. Я боюсь, что не очень хорошо видно, но опять-таки общий смысл тут можно различить. Значит, смотрите. Слева вот эта самая вертикальная штука, это где отложено количество статей в Википедии. Горизонтально это количество носителей. А пересечение этих двух координат это язык. Вот эти точки это язык. То есть на этом графике можно посмотреть на то, как количество носителей и значит, размер Википедии совпадают. Как они, вернее, влияют друг на друга. Значит, я не про все помню тут, точки не подписаны, но вот та правая верхняя точка, в самом правом верхнем углу, где больше всего количество носителей языка, и действительно самая большая Википедия, это вы можете догадаться как. Это только про языки народов России. И русский мы не считаем. Ну, зачем нам русский? Там много миллиардов страниц, это неинтересно. Что? Это татарский. Татарский язык самый распространенный язык в России, исходя из тех, что мы считаем. Значит, вот. А вот эта вот красная черта... То есть у вас русский 104 не входил язык? Нет, не входил. Мы только малые языки считаем, так называемые миноритарные. Так вот, вот эта красная черта, это такая линейная регрессия, такая штука. Значит, ну не вдаваясь в подробности, смотрите, все выглядит следующим образом. То, что слева от этой черты, это языки для тех, это такие языки, у которых, значит, носителей получается меньше, чем мы ожидали, а статей больше, чем мы ожидали. А те языки, которые справа от черты оказались, получается, что там носителей больше, а статей меньше. То есть те языки, которые оказываются справа, это языки тех носителей, которые не очень активно себя ведут в интернете и не очень активно пишут статьи в Википедии. А те языки, которые слева, это наоборот. Вот та точка в середине, которая почти совпадает с координатами этой красной прямой, это чеченский. Вот там все примерно сбалансировано. Другие языки, как вы видите, в принципе демонстрируют такую некоторую несбалансированность. Чем она обусловлена? Давайте посмотрим на следующий слайд, где видно, как примерно росли в сравнении татарской и башкирской Википедии. Мы знаем, что носитель татарского языка значительно на самом деле больше, чем носители башкирского. Настолько больше, насколько вот некоторых народов просто нет носителей. Да?
для некоторых языков не относительно. И вообще-то некоторое время башкирская Википедия даже перегоняла татарскую по числу носителей. Это было как раз на момент, когда мы делали один из замеров нашего башкирского интернета, и мы удивились. Ну вот, а на следующем кадре вы можете увидеть сфотографированную страницу из частотного словаря башкирского языка. Нормального словаря, сделанного по книжкам, вот все как надо, по науке, не нами сделано. Вот смотрите, что здесь наверху, какие слова первые, самые частотные. Естественно, это так называемые, если вы помните со школы, служебные слова. Это всякие частицы, послелоги, там, то да сё. А вот как выглядит на следующем слайде частотный словарь башкирской Википедии. Совершенно не так. Совершенно не то. Здесь, чего не может быть ни в одном языке мира, ни в частотном словаре ни одного языка мира, на первых позициях оказываются полнозначные неслужебные слова. Некоторые служебные слова есть, но вообще-то не те, которые мы ожидали увидеть, да, потому что те, которые мы ожидали увидеть, мы видели на предыдущем слайде. Ну, чтобы не было обидно, давайте посмотрим, что с татарской Википедией. Что происходит? Что случилось? Ну, объяснение очень простое, как это бывает в таких случаях. Дело в том, что ни башкирскую, ни татарскую Википедию в основном не пишут люди, если взять в общем объект. Они сделаны автоматически, с помощью шаблонов. И большинство этих шаблонов, как вы понимаете, ориентируются на воспроизведение Википедии реестра водных ресурсов Российской Федерации. Там вообще в Российской Федерации водных ресурсов, по-моему, около 2 миллионов, так что есть куда расти Википедиям. Сейчас там 30-40 тысяч статей, но в общем, нет предела совершенства. Это влияет, естественно, все на тот материал, который в Википедии мы находим. Да? Причем в Википедии есть специальная страница статистики. Там вообще довольно много статистики. Люди помешаны на статистике, Википедия особенно помешана. И там есть специальная страница, на которой рассказывают про топ Википедии, про самые большие Википедии, у которых некоторый процент статей начат роботами. Конечно, человек потом там может как-то зайти туда, что-то дописать, но вот есть процент статей, которые начал человек писать, и есть процент статей, которые начал писать робот. Для татарской Википедии, начну я издалека, нет, сначала для русской. Для русской Википедии этот процент составляет 15%. 15%. Я не показываю здесь вам частотного словаря русской Википедии, но, поверьте, он нормальный. Там большинство служебных слов, как должно быть. Для татарской Википедии этот процент, то есть процент статей, которые начали роботы, составляет 73%. 73. Но нет предела совершенства, конечно, потому что есть башкирская Википедия. И в башкирской Википедии этот процент составляет 89. 89 статей. Так что завтра, когда будет разговор про башкирскую Википедию, кто-то на нем присутствует, вы спросите про это. Так что, к сожалению, ну, то есть, вот смотрите, мы хотели что из Википедии узнать? Мы хотели из Википедии узнать, каков объем башнета, но это мало о чем говорит. Это говорит о том, что люди умеют писать код, какие-то скрипты, да, которые они умеют парсить водные реестры. Но это, вот у тюркских языков действительно вот, уже стало для нас притчей во языцах, как они с реками обращаются. А у некоторых других языков, там, у некоторых финно-угорских и прочее, в частности, вот, в том же горно-марийском и каких-то еще, другая болезнь. Мы назвали ее синдром орхидеи. Там очень много растений орхидных, семейства орхидных, и вот их тоже точно так же через шаблоны туда сгоняют. Но процент я вам не скажу, потому что в статистике Википедии там горно-марийский слишком маленький, чтобы туда пойти. Ну вот, значит, что же делают там? В общем, скажу я так, все эти подсчеты, кроме подсчета Википедии, потому что они сравнительно свежие, вот то, что я говорил про 2012 год и 2013 год, это все-таки в некотором смысле устаревшая информация. Все уже не совсем так. Дело в том, что появился новый тренд, то есть он появился уже к 2012 и к 2013 году, но тогда еще он не оформился настолько катастрофически, я бы сказал, как это сейчас. Ну, катастрофически в хорошем смысле, я иронизирую. Эта история в том, что теперь не нужно создавать
специальный сайт, вот эти все подсчеты на замену имена и прочее, это некоторым образом идеология устаревшая, потому что сейчас весь тот контент, который появляется на языке, для него совершенно не обязательно создавать специальный сайт, изучать HTML или не изучать, а пользоваться какими-то готовыми разработками типа WordPress, а можно просто писать в социальные сети. И действительно теперь, чтобы оценить, каков же все-таки объем башнета, настоящего башнета, того самого, который вот ассоциируется с интернетом. Интернет, прежде всего, это коммуникативное пространство, все-таки для нас это возможность общаться, и для языка это прежде всего так. Так вот, чтобы это оценить, нужно считать, что там в социальных сетях. И мы сейчас пытаемся это делать. Вот, например, мы посмотрели, что там вот на следующем как раз слайде, но это так, просто иллюстрация, здесь не нужно на это смотреть, можно, как на текст, нужно на это смотреть как на картинку. Мы нашли, например, 47 сообществ, в которых есть текст на удмуртском языке. 47, это очень много. Конечно, не все они одинаковой живучести, но все-таки это некоторые списки. Я не знаю, что там с башкирским, но наверняка больше. Просто из соображений логики больше, правда ведь? Вот, и собирать, конечно, тяжело. Вот если как-то еще кого-то привлечь к этому делу, да, и собрать такой список, то мы бы смогли применить все наши технологические возможности и посмотреть, что там со словами, что там с пользователями, что там с активностью, и уже рассказать вам о том, как на самом деле живет язык, вот как средство коммуникации в интернете. И и вообще надо сказать, что такое удмуртский. Я сказал так, удмуртский пространство. Но, например, для удмуртского мы нашли сейчас нет, в 2012 году, сейчас нашли около 60 доменов, на которых есть текст в удмуртском языке. Но статей в Википедии на удмуртском гораздо меньше. Может быть, это хорошо. В свете того, что я сказал, около 1000 статей. А число говорящих, конечно, гораздо меньше, чем башкирского, да, около 320 тысяч. Для нас это очень важно. Не только с точки зрения того, как живет язык, не только с точки зрения того, в каких объемах он присутствует в интернете. Для нас, как для лингвистов, очень важно собирать тексты в электронном виде. Мы хотим их больше, чтобы изучать язык. Мы хотим их больше, чтобы делать на основе того, что мы изучили, какие-то компьютерные штуки, как вот сегодня говорил Ильдар. Поэтому, может быть, я кого-то из вас сумею уговорить, например, нам помочь. Потому что сейчас, в общем, такая идеология связности людей обеспечивает краудсорсинговую. Платить не надо. Знаете, я вот делаю предложение, которое не связано с коммерческой выгодой кого-то другого. Вот, и может быть мы с вами соберем башкирские сообщества и посмотрим, что там есть, и узнаем, какой на самом деле башкирский язык в интернете. Спасибо. Кто-то, может быть, что-то хочет спросить, это можно. Да? Разрешите высокий ведущий? Можно вопрос, но я не очень поняла. Была инициативная группа, которая башкирскую Википедию создавала? Или, может быть, это было раньше, чуть позже времени, когда ваше исследование проводилось? Получается, что эта инициативная группа, она что ли все переводила с помощью роботов? Речь идет не о переводе. Речь идет не о переводе, а о некотором другом процессе. Но я вернусь к началу вашего вопроса. Значит, смотрите, что происходило. Безусловно, были какие-то люди-энтузиасты, которые захотели, чтобы была башкирская Википедия. Она появилась. И поначалу эта Википедия заполнялась вручную. Туда эти самые представители инициативной группы писали статьи вот, по мере своих сил и возможностей. Да, сами переводили или писали заново, если не было соответствующих статей в других Википедиях. Но в какой-то момент они увидели, или может быть не они, а кто-то из их соратников, что Википедия меньше по объему, чем им бы хотелось. С точки зрения представительской, так сказать, она проигрывает. Вот все вокруг Википедии большие, а она маленькая. И вот тут как раз и началось самое прискорбное. Значит, как это происходит? Берется некоторый структурированный ресурс, реестр, например, в котором написано раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пишется для такого реестра шаблон статьи Википедии. Значит, река
такая, это оставляем место, протекает по оставляем место, имеет длину оставляем место. И вот с помощью компьютерной программы вытаскиваем из этого структурированного ресурса и вставляем в эти оставленные места цифры, название, что-то еще. И у нас получается вот столько статей. И мы их туда закидываем. Это называется ботозаливка. Это не перевод, это именно шаблон. Есть Википедии, которые вообще избавлены от этого греха. И может быть, на самом-то деле, стоит ориентироваться на них. Что, ну зачем нам эти цифры, зачем нам эти 30-40 тысяч статей, если они все равно не про нас? Они не говорят по-башкирски, они говорят языком этих шаблонов. Да? Ну, вы видели, что просто нам это обидно прежде всего, потому что лингвисты не могут использовать этот материал. Я уже сказал, что для лингвистики, для компьютерной лингвистики, для просто изучения языка очень важно иметь тексты в электронном виде, живые тексты, а не эти шаблоны. И у нас с русской Википедией так получается, с башкирской нет, это очень обидно. Исландская Википедия. Знаете, сколько людей говорит на исландском языке? 300 тысяч. Гораздо меньше, чем башкирская. Исландская Википедия, она, конечно, появилась раньше, чем башкирская, но не намного. Она всегда писалась вручную, там не было никогда никаких ботозаливок. А нидерландская, как раз почему она наверху оказалась? Она печально известна тем, что там происходит постоянно. Вот как это происходило. И, ладно, в общем, залили туда, с татарами состязались, хватит, да, надо писать лучше. Вот, и завтра, если кто-то будет на этом разговоре, лучше бы об этом сказать, потому что не в упрек, да, а просто потому что, есть потребность в действительно хорошей, живой Википедии, в которой будет про то, что человеку нужно. А зачем это? А вот насчет удмуртских групп ВКонтакте, там определенный контент был на удмуртском языке, да, или же... Я не понимаю, что значит определенно. Сколько там, одна статья, две статьи, есть какой-то критерий, по которому... Я уже сказал, что они разной степени живучести, мы пока не смогли их проанализировать, да, это вот такой некоторый живой совсем материал, промежуточный, вот буквально из печки вам показываем внутреннюю кухню исследования. Они разной степени активности, безусловно. Там есть какие-то более активные, какие-то менее активные. Определенный контент в смысле тематичности нет, такого там нет. Они очень разные про разные. Именно удмуртский язык, название группы на удмуртском написано, или же содержание? Нас интересовали такие группы, в которых было что-то по-удмуртски, где есть текст на удмуртском языке. Пусть короткий, пусть одна строчка, но на удмуртском языке. Естественно, если там всего одна строчка на всю группу, это мы не берем. Значит, если там постоянно появляются какие-то короткие пусть тексты на удмуртском языке, это в этом списке присутствует. Там про какие-то мероприятия проводящиеся, какие-то новости, что-то еще, очень разное. А вы способны разработать алгоритм анализа социальных сетей, как это делает Яндекс по поиску по блогам, то же самое сделает для ряда иностранных языков, но по поиску ВКонтакте по группам? Собственно, мы этим занимаемся, да, то есть мы как раз к этому и идем, что мы будем смотреть на эти группы для разных языков и смотреть, что там происходит, но прежде всего в языковой, конечно, смысле нас интересует, или там в той части, которая называется социолингвистикой. Как себя чувствует язык в интернете, в социальной сети, что там происходит? Тут же есть процент закрытой группы, которые... закрыты, значит закрыты. Значит, тогда мы ничего не сможем сделать. Если закрыто, значит в этом есть какая-то... Но как раз тут, это сложный большой разговор про открытость и закрытость, да, но, значит, никто ничего закрытое не анализирует, конечно. Потому что... А возможно? Возможно ли что? Создать алгоритм для анализа. Я думаю, что я просто слишком ответственно отношусь к слову алгоритм. Поэтому я задумался. Вообще, конечно, простой ответ на ваш вопрос – да. Потому что, это большая наука, там более-менее понятно, что происходит, и по поводу много публикаций. В общем, как-то более-менее ученые сформировали для себя. Там нет сложного чего-то слишком. Если говорить о технической стороне дела, да, это тоже возможно благодаря так называемой API, да, социальных сетей, они позволяют тоже обращаться к этому контенту. Борис, не знаю ваше отчество, извините. Ничего в общем, страшного. вопрос такой, по определению. Вы говорите, что Башнет это сугубо сайты, скажем, сайты на башкирском, да, получается?
но значительная доля башкир, они там татароязычные, например. То есть можем ли мы относить татарский сайт, или часть татарских сайтов, как частью Башнет? Потому что, например, вот есть сайт Азатлык, татаро-башкирская редакция «Радио Свободы». И там как бы статьи пишут на татарском, а есть радиопередачи на башкирском. Можно ли описать этот сайт как элемент Башнет? Я понял ваш вопрос. Надеюсь, вы не обидитесь, если я чуть шаг назад сделаю, чтобы мы с вами поняли друг друга. Шаг назад не в смысле физическом, а в смысле, так сказать, ответа на ваш вопрос. Вы подходите к определению Башнета, так сказать, прескриптивно, да, вот что должен быть какое-то единое для всех понимание. Вот я как раз на таком не настаиваю. Я не знаю, как вы определяете для себя Башнет. Но мне, для того, чтобы сделать ресерч, чтобы сделать какое-то исследование, мне для себя это нужно понять. Что включать, а что не включать туда. Да? Поэтому для меня Башнет, когда я делаю такие исследования, это те сайты, на которых есть текст на башкирском языке. Не какие-то эпизодические там вещи, хотя, если их много, то пусть будет. А именно тексты, вот живые хорошие тексты на башкирском языке. Если, значит, там есть какие-то другие обстоятельства, там их по-татарски пишут башкиры, я с сочувствием и с пониманием отношусь к этому, но в сферу этого исследования это не попадает. То есть вполне возможно, что у каждого в этой аудитории будет свое понимание, что такое Башнет. Я рассказал о своем и о том, какие выводы из этого следуют практически. И вот и все. Мы вполне с вами можем понимать Башнет и так, в зависимости от того, в какой ситуации мы находимся и что нам нужно при этом. Вот и все. Последний вопрос, если больше нет. Вы сказали, что вот сейчас дальше ваше исследование будет продолжаться именно в социальных сетях, потому что, считаю, что... Но не только, просто это актуальнее. В социальных сетях, наверное, вам известно, является ли это проблемой для вас, о том, что на башкирском языке, когда пишут, да, из-за отсутствия, может быть, клавиатуры, да, они пишут, там, не используют специфические звуки, да, башкирского языка, там, буквы. Соответственно, когда вот вы выкачиваете, там, сканируете, да, вот эти тексты, является ли это проблемой, и если да, то как она решается? Есть вообще? Спасибо большое. Это очень мне близкий родной вопрос. Он технологический, он вот про то, что я люблю. Значит, короткий ответ такой. Нет, не является. В 2012 году являлось действительно. Действительно, мы столкнулись с такой историей, что пишут по-башкирски, но при этом используют некоторые похожие буквы, чаще всего кириллического русского алфавита, чтобы передать специфические башкирские звуки. Мы называем это бытовой системой письма. Бытовой системой письма в интернете, вслед за академиком Залезняком, который подметил, что примерно такая же бытовая система письма была в древненовгородском диалекте когда-то, в берестяных грамотах. В смысле, про башкирский Залезняк ничего не говорил, просто мы увидели, что здесь есть прямая параллель. И для нас действительно это было проблемой в 2012 году, и наши данные того исследования не вполне точны еще из-за этого тоже. Но с тех пор мы много работали, и мы придумали механизм для различения башкирского и русского текста независимо от того, используются при этом специфические буквы башкирского алфавита или они не используются, используется бытовая система письма. И сейчас у нас есть технология, которая хорошо работает и умеет различать языки независимо от того, как написано в тексте. Спасибо.